Абдурахман Мамед, проживающий в Турции, дал свидетельские показания о его родных, которые живут в районе Уластай города Корла. Мужчина сообщил сотрудникам радио «Свободная Азия» о том, что в январе 2018 года в лагерь перевоспитания были отправлены его родители. В марте 2017 года был задержан и осужден на 20 лет его брат Амед, который являлся религиозным деятелем. Отметив, что причиной ареста послужили его нахождение в Турции и профессия его брата, который, окончив Исламский институт города Урумчи, занял должность имам-хатыба мечети Байтулла в поселке Хошут. Мужчина обратился к мировому сообществу и правозащитным организациям с просьбой помочь спасти от китайского произвола его семью, а также миллионы уйгуров и других тюрков. Ведущая китайская компания в области обработки информации, биоинженерии и генетического секвенирования сообщила о планах строительства генного банка в Восточном Туркестане. Согласно исследовательской статье, опубликованной на американском новостном сайте Axios, компания BGI, которая развивает технологии отслеживания при помощи генетической информации и экспортирует в другие страны диагностическое оборудование для борьбы с китайским вирусом, принимает непосредственное участие в сборе и обработке генетической информации уйгуров. Представители компании сообщили, что в уйгурском регионе будет создан генетический банк и Центр судебного сотрудничества. Глава Центра разведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что китайское правительство следит за людьми путем сбора личных данных и выразил обеспокоенность тем, что китайские компании, которые выполняют приказы коммунистической партии, могут собирать личную информацию о населении всего мира. Напомнив, что тестирование на вирусы может предоставить Китаю возможность собирать большие объемы ДНК, Эванина заявил, что подобные тесты должны проводиться на секретной основе. Компания Adidas расторгла соглашение о спонсорстве со знаменитым футболистом Месутом Озилом. Германская газета Bild пишет, что основной причиной решения компании послужили фотографии Озила с Эрдоганом и его слова о ситуации в Восточном Туркестане. В свою очередь, английская газета Daily Mail опубликовала статью, в которой утверждается, что соглашение с турецким футболистом стоимостью в 5 миллионов фунтов, которое истекает в следующем году, было расторгнуто по причине того, что Озил покинул национальную сборную Германии и сблизился с президентом Эрдоганом. 13 декабря прошлого года Месут Озил осудил Китай за нарушение прав человека в Восточном Туркестане и раскритиковал исламский мир за пассивность и бездействие. Высокопоставленные военные Индии и Китая собрались на пограничном посту, чтобы решить имеющиеся проблемы, обсуждение которых длится около месяца. На сайте индийского правительства было опубликовано заявление о том, что индийскую делегацию на встрече возглавлял командующий 14-м корпусом индийской армии Хариндер Сингх. Китай представил генерал-майор Лю Линь, являющийся главнокомандующим китайской армии на юге уйгурского региона. Переговоры прошли в пограничном посту Ладак. Ранее министры иностранных дел Индии и Китая провели видеоконференцию, во время которой обсудили вопрос увеличения напряженности на границе. Министры обороны Турции Хулуси Акар и командующие военными силами страны сделали важные заявления относительно последней ситуации на встрече, проведенной в приграничном регионе. Говоря о проблемах в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и Кипре, министр сделал акцент на международное право. Хулуси Акар отметил, что Анкара призывает стороны к решению вопросов в рамках закона. Также Акар коснулся заявления министра обороны Греции Никоса Панайотополуса, который сказал, что его страна готова к столкновению с Турцией за право добычи нефти и газа в Средиземном море. Турецкий министр сообщил, что в феврале было проведено совещание с участием представителей Министерства обороны обоих стран, которые обсуждали разногласия по вопросу раздела ресурсов в Средиземноморье.